Призывники пополнили бюджет Таджикистана на 32 миллиона сомони. Главами Таджикистана и России говорили о безопасности экономики и предстоящем визите Путина в Таджикистан. Фильм журналиста и режиссера Абдулло Гурбати покажут в Казахстане. Шавкат Мирзиёев просил организовать бесплатную выдачу школьных учебников. 1200 молодых людей призывного возраста Таджикистана, заплатив в целом 32 миллиона 256 тысяч сомони, начали проходить военную службу в составе мобилизационного призывного резерва. Об этом сообщил Фаридун Махмадализода, пресс-секретарь Министерства обороны Республики. По его словам, каждый призывник заплатил 26 880 сомони, чтобы пройти военную службу в составе мобилизационно-призывного резерва. Их служба началась 17 августа на 4 учебных военных базах в учебных военных центрах Лахор и Тадж-Махал города Душанбе, на учебной военной базе Фахрабад Хатлонской области и учебной базе филиала Военного института Минобороны в Сагдийской области, сказал Фаридун Махмадализода. Согласно положениям нового закона, для прохождения такой формы службы молодые люди обращаются в местные военные комиссариаты и после выплаты денег в Амонатбанк отправляются на службу. Махмадализода добавил, что уплаченные суммы будут направлены на строительство отдельных воинских частей на территории гарнизонов республики, организацию материально-технической базы, строительство зданий и сооружения военного значения, их ремонт и содержание, выплату заработной платы офицерскому и преподавательскому составу, административные расходы и другое. В ходе переговоров министры иностранных дел обсудили обстановку в Афганистане и оценили развитие двухстороннего партнерства. Встреча глав МИД Таджикистана и России Сироджиддина Мухриддина и Сергея Лаврова в Москве началась с минуты молчания в честь погибших российских сотрудников диппредставительства в Кабуле в результате теракта. По словам министра иностранных дел Российской Федерации, после этого инцидента были усилены меры по охране здания посольства, привлечены дополнительные силы талибских властей, а также задействована разведка и контрразведка для поиска заказчиков нападения. Переходя к повестке дня, Лавров отметил, что Москва ценит союзнические отношения с Душанбе. Отношения развиваются по восходящей во всех направлениях. В прошлом году товарооборот вырос почти на 45%, в первые месяцы нынешнего года еще на 20% и хорошие очень перспективы на будущее, сказал он. Дипломат также добавил, что примерно 70 российских регионов вовлечены в развитие связи с Таджикистаном в различных областях. Кроме того, Лавров заявил, что Российская Федерация ценит отношение к русскому языку, которое складывается в республике, намекая на события 1 сентября, когда таджикский лидер Эмомали Рахмон объявил 2023 годом русского языка. В свою очередь, Сироджиддин Мухриддин отметил, что эта встреча проходит в юбилейный 30-й год установления дипотношений между странами. По его словам, Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Таджикистана. Глава МИД республики указал на важность вопроса безопасности, в особенности в контексте обстановки в соседнем Афганистане. Он также заявил о подготовке к визиту в Душанбе президента Российской Федерации Владимира Путина, однако о конкретной дате не сообщил. Фильм таджикского режиссера Абдулло Гурбати «Слишком большой» вошел в список участников 7-го международного конкурса Байконур Интернационал Шорт Фильм Фестиваль. 7-й международный конкурс будет проходить 7-11 сентября этого года в киноцентре Арман в Алма-Аты, Республики Казахстан. Отборочная комиссия Байконур Интернационал Шорт Фильм Фестиваль определила состав участников конкурса, сообщают организаторы мероприятия. Из 200 поступивших на конкурс заявок программной службы фестиваля было отобрано 17 картин, и среди них фильм таджикского режиссера Абдулло Гурбати «Слишком большой». 9 сентября жюри, которое возглавляет президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнара Абикеева, назовет победителя международного конкурса. Журналист Абдулло Гурбати был задержан вечером 15 июня сотрудниками прокуратуры района Шох-Мансур города Душанбе. Он был обвинен в избиении сотрудника в отделе милиции по району Шох-Мансур.
Позже МВД Таджикистана заявила, что задержанный журналист сотрудничал с запрещенной в стране и объявленной террористической партией «Исламское возрождение». Сам Абдулла Гурбати и его близкие отвергают эти обвинения. В отношении Абдулла Гурбати возбуждено уголовное дело по 3 статьям Уголовного кодекса Таджикистана, в том числе участие в экстремистском сообществе, которое предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил немедленно сделать бесплатную аренду школьных учебников. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзот Асадов. По его словам, президенту было доложено о возражении широкой общественности и родителей по поводу резкого повышения арендной платы за школьные учебники и рабочие тетради. Принимая во внимание, что школьные учебники играют исключительно важную роль в общем среднем образовании детей, а также в целях поддержки школьников, их родителей и законных представителей, обеспечения социальной справедливости, глава государства поручил Кабинету министров и Министерству народного образования принять безотлагательные меры по организации бесплатной аренды школьных учебников и рабочих тетрадей, сообщил Асадов. В начале сентября повышение цен на аренду учебников стало одной из самых обсуждаемых тем в узбекских соцсетях. Как сообщили в Министерстве народного образования, стоимость аренды одного учебника составляет в среднем $0,51, что более чем вдвое превышает уровень предыдущего учебного года. Подорожание в министерстве объяснили резким ростом стоимости бумаги на мировом рынке и расходы на ее поставки в Узбекистан.